все на местах, мы можем продолжать нашу программу. И я приглашаю следующего докладчика. Аня Фликер, директор городской библиотеки Вюрцбурга, Германии. Она расскажет о планировании будущего современной библиотеки в сегодняшнем обществе. Спасибо за приглашение. Доброе утро всем. Я бы хотела поделиться с вами чем-то новым. То, что мы только начали в публичной библиотеке Вюрцбурга в январе этого года. Вот немножко о моем образовании. Я закончила библиотечное дело в Кёльне и дальше работала в библиотеке Мюнхена. А потом я работала в экономике, ушла из государственного сектора, сначала в одной компании, потом в другой, в качестве менеджера по интеллектуальному капиталу, по знаниям. И сейчас я применяю свои знания как менеджер по знаниям в своей работе. В 2010 году я вернулась в библиотечное дело и возглавила библиотеку в Вюрцбурге как директор. Это Германия, чтобы вы представили себе зрительно, где находится Вюрцбург. Он в Баварии. Наверное, вы знаете Мюнхен на юге. И мы ближе к центру Германии. Вюрцбург – это город 130 тысяч жителей по сравнению с вашим городом или же Санкт-Петербургом. Есть несколько университетов, общий университет и университет прикладных наук и музыкальный университет. У нас 35 тысяч студентов проживает в городе. Вот моя библиотека. Так выглядит она с фасада. Это центральный филиал. Несколько цифр. У меня команда 40 человек. Это кадры библиотеки. 3000 квадратных метров площадь центральной библиотеки. Снаружи она выглядит не очень современно, но на самом деле интерьеры модные, современные, и только фасад выглядит вот так, как старинная архитектура. У нас 4 филиала, и 5-й филиал сейчас строится, и об этом я как раз расскажу попозже. У нас 180 тысяч наименований на разных носителях, то есть то, что вы можете подержать в руках, и это включает 35 тысяч электронных книг, журналов и так далее, то есть на электронных носителях. У нас множество посетителей, мы расположены на рыночной площади, и у нас бывает 600 тысяч посетителей в год, то есть 2000 в день. Это, конечно, много. Люди пользуются абонементом, конечно, и у нас 1 миллион книг берется на руки в год, 1 миллион наименований. И за последний год мы немножко сместили наше внимание. Наше внимание не к пополнению абонемента, а к составлению программы мероприятий, всевозможных событий. И у нас проходит примерно 900 мероприятий в год, и половина для них для детей. И у нас есть программы для детей буквально младенческого возраста, для очень маленьких, для школьников, для взрослых. Всего 900 событий в год. Я бы хотела поговорить с вами о вот этом переходе, который мы переживаем в библиотеке. Меня очень вдохновили библиотекари разных стран. Мне повезло, и я участвовала в международной сети библиотекарей, в которой участвовало 50 человек, работающих
в библиотеках из 25 стран мира. Таким образом, в этой сети я была в контакте со всеми библиотекарями по всему миру, и их работы, их практики вдохновили меня и предоставили мне другой взгляд, другие горизонты. Я увидела библиотеку другими глазами. Вы видите здесь две цитаты. Библиотека должна делать добрые вещи для людей. Конечно, у нас есть много мероприятий, и с клиентами, нашими читателями мы проводим много мероприятий, но нам кажется, что люди пользуются только абонементом, но на самом деле у меня теперь другой взгляд на это, и мне кажется, библиотеки могут изменить мир. Так считают и в Скандинавии, и в Америке. И в Германии мы не высказывали эту идею. Мы говорили, да, мы библиотека, да, мы очень важны, но берите наши книжки. А теперь центр внимания на индивидуальных личностях, на людях, на тех, кто приходит в библиотеку. И есть выражение, которым мы пользуемся в Германии. Первое место для вас это дом, второе место это работа, и, наконец, вам нужно третье место за пределами работы, за пределами дома, где вам нравится проводить время, вам нравится встречаться с другими людьми, там вы чувствуете себя комфортно, как дома, но это не дом. И сегодня библиотеки считают, что быть третьим местом для сообщества людей – это роль библиотеки. Это что-то новое, и за последние годы акцент сместился. Теперь мы смотрим на библиотеку не как на фонд, книжный фонд, а как на услуги сообществу, отдельному члену сообщества и всем вместе. Трудность, которая стоит перед нами, как осуществить это. Мы не можем применять старые практики, по которым мы работали последние 10-20 лет. Нужны новые подходы. И один из таких подходов – это понять, что конкретно требуется местным людям с точки зрения дизайна. И один из источников вдохновения – это библиотеки Дании и других скандинавских стран, которые используют так называемый новое видение, дизайнерское видение. Я нашла немецкого консультанта Юлию Бергман. Юлия Бергман, мы наняли ее как консультанта для нового подхода, дизайнерского подхода. И дальше мы стали искать, кто разработает дизайн для библиотеки, включая интерьер, мебель, так, чтобы создать вот этот третий дом. И мы нашли архитектора, который работает уже, по крайней мере, 20 лет в Нидерландах и в скандинавских странах. Его зовут Ад Фос. Вы видите его справа. И он называет себя креативным гидом, который создает библиотеки с дизайнерской перспективой, чтобы сделать их третьим домом. Может быть, вы слышали о библиотеке Библиотоен в Осло. Посмотрите видео в YouTube. Это подростковая библиотека, которая тоже очень вдохновила меня. И когда мы стали создавать новый филиал, я решила, что мы сделаем это по-другому. Несколько слов о дизайнерском подходе. Для нас он тоже абсолютно инновационный. Здесь ориентация на заказчика. Вы смотрите не на потребности библиотеки, а на потребности посетителя. Нужно начинать именно с этого спроса. И тут мы должны всему учиться. Нужно выйти из-за своих столов, выйти на улицу, ближе к клиенту, вступить в контакт с людьми на улице. Как мы говорим, выйти из зоны комфорта. Как я сказала, надо заставить себя выйти из комфортной зоны за своим библиотечным столом и найти
и, как мы говорим, запачкать свои руки, заняться грязной работой, начать с корней. Это, конечно, не новый подход. Как вы видите на картине, процесс зациклен. Вдохновение, порождение идей, повторение. И вот таким образом через обратную связь мы этот процесс повторяем бесконечно. Какой нужен образ мышления для дизайнерского подхода? Конечно, нелегко поддерживать такой менталитет. Вы должны начать как новички действительно, как будто бы вы впервые видите свою библиотеку и вы готовы, открыты для нового знания. Вы знаете свою библиотеку годы и годы, но если вы посмотрите на нее с точки зрения заказчика, вы увидите другие перспективы, и нужно поддерживать открытое мышление для того, чтобы принимать во внимание вот эту обратную связь. Нужно оставаться уверенными и творческими. Мы понимаем, что в этом процессе вам приходится возвращаться назад, снова идти вперед. И, конечно, вы почувствуете не раз, что вы не достигли успеха. Это провал, но не думайте, что провал это что-то, чего нужно избегать. Наоборот, он поможет вам найти новое направление. И следующая часть образа мышления – это быть оптимистичным. Вы должны знать, что вместе с потребителем, вместе со своими посетителями вы увидите новые возможности, которые, возможно, скрыты. И потом вы узнаете, куда вам конкретно идти. То есть, в конце концов, все будет хорошо. И вот фотографии из нашей библиотеки. Например, на семинаре все выглядит так. Нам нужно много сладостей, бананов, яблок, фруктов. И когда каждый день на семинар мы приносили новые и новые сладости, то работа шла лучше. Есть очень много материалов, которые доступны для загрузки из интернета по дизайнерскому мышлению. И вот здесь оформлена доска со всеми нашими идеями. И нас пошагово вел гид, и был консультант, который помогал нам разобраться в процессе дизайнерского подхода. Первое, что вы делаете, вы определяете трудность, с которой вы должны справиться. На сегодняшний день все трудности, все проблемы, которые мы сформулировали, связаны с филиалом, который мы строим. И у каждой команды, мы поделились на команды, у каждой команды был свой конкретный вопрос. Первое. Мы формулируем вопросы для решения. А дальше мы выходим на улицы и, как первооткрыватели, встречаемся с читателями. Есть очень много методов взаимодействия с населением. Мы разговаривали на улицах, вот это был самый популярный метод. Некоторые из наших клиентов показывали нам фотографии, то есть мы спрашивали, чем вы занимаетесь, где вы работаете, какие у вас проблемы возникают в течение дня, что вам нужно от библиотеки. И это не означает, что у нас был готовый буквально опросник. Вы должны быть готовы к открытой беседе, которая может длиться час-полтора. И тут люди начинают рассказывать личные истории и входят в такое настроение, где всякое неформальное общение возможно. А дальше мы с командой собираемся, анализируем то, что мы услышали. Вначале было очень сложно не принимать быстрых, конкретных ответов. Для библиотекарей довольно примитивный ответ сразу же. Вот у нас есть проблема, вот решение. Здесь мы должны были воздержаться от готовых ответов и решений. Необходимо было понять потребности, то, что стоит за словами людей, все, что они высказали. То есть выработать понимание. И вот красным, синими листочками
мы помечали, что мы услышали в словах наших клиентов. Мы составляли карты из вот этих вот коротких записочек. И получается, что мы выявляли какие-то центры основных потребностей. И вот на желтых листочках, более больших, уже сформулированы предложения. Например, пожилым людям в библиотеках необходима особенная другая мебель. Они предпочитают быть в библиотеке в течение дня, днем, а не вечером. И вот все это мы, собственно, и извлекли из нашего анализа, из бесед с людьми на улицах. Итак, первый шаг – понять, анализировать потребности наших посетителей. Второй шаг – вы приходите к порождению идей. Итак, вот, потребности нам понятны, теперь мозговой штурм, в течение которого мы пытаемся найти решение для этих потребностей. И вот идеи рождаются одна за другой, и есть шаги и методы, с помощью которых можно также избрать идеи, которые будут приоритетными, и потом эти идеи разрабатываются в прототипы, в некие модели, образцы. И мы создаем их из картона, из цветной бумаги, все вырезаем буквально ножницами, создаем вот такой макет. Например, вот это простая картонная коричневая коробка, внутри которой мы расположили, построили из картона ландшафт для молодых семей с маленькими детьми. Как должно выглядеть пространство именно для молодых семей, молодых родителей. Вот все, что нам высказали на улице, то, что они хотели бы получить в пространстве библиотеки. Например, хотят ли они здесь обмениваться информацией, как родители, друг с другом взаимодействовать, встречаться. И на заднем плане вы видите игровую площадку, где могут маленькие дети играть. Там много игрушек, книжек, и они могут рисовать на стене, вот на этом белом экране. И они не могут вылезти из этой игровой зоны. Еще они говорили, что им нужна парковка для колясок. И здесь тоже мы это сконструировали. И они хотели иметь такую маленькую зону, где можно было почитать детям в тишине и так далее. Вот молодые родители рассказали нам о своих потребностях, и мы все это осуществили в нашем прототипе, в нашем макете. И то, что мы называем лабораторией идей, уже вылилось в настоящую дизайнерскую программу. И в процессе нашей работы, через несколько дней мы берем наши прототипы и показываем уже их опять нашим посетителям, чтобы получить обратную связь. Мы объясняем, почему мы именно так сконструировали пространство, и они нам помогают увидеть ошибки в этом прототипе, прежде чем мы его построим в реальном пространстве. Они нам говорят, вот это не так, это мы не хотим, или вот это должно быть по-другому. И таким образом не нужно денег, не нужно бюджета, чтобы вот эту картонную модель изменить. Вот таким образом лаборатория работает. Показать прототип реальным посетителям. И, конечно, если вы остаетесь внутри библиотеки, все очень просто. Но когда вы выходите за стены библиотеки, то вы... Вот, например, мы подходили к гражданам нашего города, даже к тем, которые вообще не знакомы с библиотечными услугами. Мы говорили, мы библиотекари, мы вот оттуда. Вы только что прошли мимо входа в нашу библиотеку, расскажите нам, чего вы хотите. И от них мы тоже получали обратную связь. Вот эта фотография об этом свидетельствует. Конечно, это было очень сложно. Иногда вы задаете какой-то
очень широкий вопрос, и они начинают говорить, что они хотят изменить в своем городе, в муниципалитете, или же с точки зрения администрирования города. То есть очень многие истории людей совсем не касались проблем нашей библиотеки, но мы получили так много позитивной обратной связи, что мы просто даже не представляли себе, что говорить с клиентами за столом и говорить с клиентами за пределами библиотеки, реальные беседы, что это будет так продуктивно. Когда я была ребенком, конечно, мне нравилось приходить в библиотеку, разговаривать и так далее. Ну, вот такое люди рассказывали о своих детских впечатлениях. И вы должны быть готовы взаимодействовать на таком уровне, за стенами. И в Германии, и, наверное, большинство библиотекарей думают, самое главное – иметь какие-то 4 вида пространства. Библиотека должна предоставлять опыт, далее вовлеченность, реализацию творческого потенциала и мотивацию. То есть люди хотят встречаться, хотят общаться, экспериментировать, быть творческими. Они хотят вдохновляться в библиотеке и просто расслабляться и наслаждаться пространством. Вот так выглядит модель современной библиотеки. И как сопоставить это с идеей третьего дома, третьего места? Я говорила, что в Осло открыта библиотека для подростков, где архитектура разрабатывалась тем же специалистом Атом Форсом. И вы видите, любой может войти в это сообщество третьего места. Она очень личностная, эта библиотека, для всех справедливая. И здесь каждый чувствует себя как индивидуальный человек, и каждый общается как личность. Здесь люди могут назначить встречу, то есть это может быть и место свидания, а могут быть случайные встречи, где вы не знаете, на кого вы можете натолкнуться. Это также место идентичности нашего живого сообщества. То есть здесь мы осознаем, кто мы такие, мы осознаем свою идентичность. Это также место обмена информацией, место получения информации и поддержки, как в реальном мире, так и в онлайн-ресурсах. Очень часто библиотечных помещений недостаточно для того, чтобы восполнить все потребности, но для того и нужны библиотекари. Итак, прежде всего, мы поняли, что библиотека – это третье место, третий дом для каждого, которое отвечает потребностям сообщества и потребностям каждого. И уже фонды библиотеки работают на благополучие, благосостояние нашего общества. Вы видите здесь одного из моих коллег. Арт Фос провел с нами в Вюрцбурге всего 1 неделю, и прежде всего мы объяснили ему, какие идеи у нас возникли по поводу дизайнерского решения. Мы показали прототип, макет, который мы разработали. У нас обязательно должен быть основной план первого этажа, чтобы мы представляли, где и что размещается. И одновременно мы работали, все мои коллеги и Арт Фос буквально обсуждали, сколько нам нужно полок, где, то есть технические вопросы. Но самое главное увидеть это вместе единым решением дизайнерским, которое будет лучшим местом для нашего сообщества людей. И мы считали прежде всего, что надо избавиться от полок. Не нужно обязательно полки с книжками размещать по всей комнате. Комната может быть совсем пустой. Можно сделать кофейню, такой бар, где можно почитать,
кофейня, это на колесах. Здесь можно поиграть на музыкальных инструментах, можно представления устраивать. Есть зоны, где читают только дети. И нужно сделать так, чтобы вся мебель буквально гибко передвигалась, чтобы мы могли это пространство видоизменять для всевозможных мероприятий или же концертов. А вот так выглядит пространство для молодых семей и их детей. И если вы помните, мы с вами видели макет. И вот дети здесь ползают, бегают, играют. Они не могут выбраться из этой игровой зоны. Все очень безопасно. Здесь есть игрушки и аппликации. И экран с этого купола может опускаться и таким образом создавать такой уютный шатер. И пока это все еще в стадии разработки, но я надеюсь, у нас будет вот такой красивый шар или шатер уютный, где... А вот так выглядит пространство, где вы можете посидеть, выпить кофе, и выглядит это как грузовичок или автобус на колесах. А вот это будет что-то вроде мастерской, творческой комнаты, где люди могут что угодно создавать. Может быть, шить или вязать, или работать с 3D принтером. И выглядит это как космический корабль на рисунке дизайнера. Пространство нового филиала фактически это то, где располагалось раньше летное поле, то есть это маленький аэродром, поэтому мы решили, что библиотека тематически должна быть связана с путешествием, с полетом, с космосом. Даже для нас это выглядит, безусловно, как что-то совершенно другое, не похожее ни на одну библиотеку, которая есть в городе. Я надеюсь, все, что мы запланировали, мы осуществим. И в следующем году, в апреле, строительство будет закончено. Не знаю, хватит ли у меня прежде всего денег для всех этих дизайнерских решений, но это наша цель. Есть еще 3 картинки из библиотеки Art Force в Нидерландах. Как вы видите, это 3-е место для детей, подростков и для всех поколений, которые общаются вместе в библиотеке. И сегодня, когда я просматривала фотографии из библиотеки Нидерландов, я все-таки выбрала картинку, где люди читают, поскольку это и есть тот основной опыт, и по-прежнему это самая привлекательная картинка для меня. Люди читают в библиотеке. Возможно, эта фотография отражает, что все поколения должны быть вместе. И это пространство библиотеки важно для всех поколений. Спасибо за чрезвычайно интересную и вдохновляющую презентацию прямо из центра событий, из эпицентра ваших дизайнерских решений. Пожалуйста, вопросы. Maybe I didn't catch it. How many people were in the library? About 40 people. Вопрос, сколько человек работает? 40. Штат библиотеки. Как вы себя ощущаете в такого рода библиотеке? Как вы считаете, это возможно в вашем районе? У меня уже в голове созрели такие образы, как местная библиотека может выглядеть здесь, если бы ее разработал вот тот же архитектор. Ну, а у вас какие идеи?
на вопрос Ирмы. У нас в городе есть всего одна библиотека, немножко приспособленная под этот формат, это юношеская библиотека. И у нас только одна такая библиотека, потому что принцип построения библиотек у нас повозрастной. У нас есть детские библиотеки, это самостоятельные библиотеки, есть взрослые библиотеки, это в городе. А вот на селе, там, где населенные пункты сельские, у нас таких примеров, конечно, нет. Там смешанные библиотеки в основном. Это же не вопрос, это просто комментарий. Я думаю, что мы все были бы за такие модели. Но пока наши власти не готовы воспринимать, что в таком образе библиотека вот во много раз привлекательнее для населения. Вот они это не видят. И я думаю, что главная задача сейчас, может быть, доказать нашим властям, чтобы сделать хотя бы несколько таких модельных библиотек привлекательных, несколько, пусть одна или две, чтобы показать всем остальным, насколько это выигрышно сегодня для властей прежде всего. Я думаю, мы об этом будем говорить и с министром, с нашим тоже. А вот по поводу вообще вашего выступления я должна вам выразить огромную благодарность, потому что вот до сегодняшнего дня мы обсуждали стратегию развития библиотеки, нашей библиотеки. Вот эта модель, которая была описана в моем выступлении, она практически один в один повторяет то, что вы говорите. И для меня очень важно, вот для моих коллег, что они сейчас это услышали из уст специалиста, который приехал из Европы, и что это не мое желание вот так работать сегодня, а это действительно деление времени, да? Вот. И мы на него, на эти вызовы должны реагировать, вот как вы говорите правильно, отвечать на вызовы и даже больше самим инициировать, самим активизировать эту работу. Огромное вам спасибо, вы продемонстрировали, что мы движемся в правильном направлении. Я очень благодарна, что вы рассказали нам все это. Спасибо. Спасибо, я очень рада, что библиотекари по всему миру имеют то же самое мышление, то же самое видение. И в Германии самое трудное – это убедить административные ресурсы, тех самых, которые распоряжаются бюджетными средствами. И точно так же, как вы, что сработает на самом деле. Берем шефа, идем в новую библиотеку, то есть показываем нашим боссам, нашим начальникам, как может работать новая библиотека. Все ваши мэры и так далее, просто ведите их в библиотеки, которые развиваются по новым моделям, и пусть люди сами объяснят, почему это хорошо, почему это важно. И для меня тоже было важно, что это не я придумала, что уже есть образцы. Это не я такая сумасшедшая и придумываю что-то новое. Есть примеры в других странах. Да, ситуация похожа. Аня, скажите, пожалуйста, вот персонал, который выходил на улицы, они проходили какое-то обучение перед этим? Потому что не любой человек может разговорить чужого человека на улице. Да, абсолютно. Нет, у них не было обучения, но вы правы. Первый раз, когда мы это сделали, мы просто буквально взяли сотрудников, которые были наиболее мотивированы, мы собрали их в команды и просто сделали это. У нас не было особенного обучения, как разговаривать с людьми, как их опрашивать. Неплохо было бы, конечно, подготовиться,
Но нам пришлось нанять консультанта, архитектора, и уже на остальное денег не осталось, никакого другого обучения. Поэтому я сказала, вы говорите с вашими клиентами внутри библиотеки, теперь выходим наружу. Будет по-другому, но давайте попробуем. Вперед. И я думаю, что это очень подходит, в принципе, дизайнерскому мышлению. Ничего не будет совершенным с самого начала, надо пытаться. Если первый раз не получилось поговорить, значит, надо что-то изменить. То есть учиться на своих ошибках в процессе. И вот мы просто вышли наружу. Продолжение разговора о том, чтобы выйти на улицу. Я, когда студентом, мечтал сидеть за столом и периодизировать. Было для меня идеально. Получилось так, что меня пригласили быть социологом, и я подумал, как выйти на улицу или прийти домой, постучать, сказать «здрасте», и я вот вопрос хочу задать из библиотеки. Это был ужас. Оказалось, нет. Это люди ждут очень часто, что у них что-то спросят. Им приятно, что кто-то интересуется тем, что у них на душе. И, в частности, по отношению к библиотеке. Что касается вот этой модели, замечательная модель, и образцы ее должны быть везде, чтобы можно было показать обществу, куда библиотека может двигаться и как развиваться. Но такой к вам. Когда мы говорим о молодежи, когда мы говорим о людях, которые еще в библиотеку приходили, это вот это взаимодействие, эта модель очень хорошо работает. Это ставка на будущее. Они встречались ли вы с консерватизмом самих посетителей? Но это у меня немножко другая библиотека, академическая, но вот мы сейчас делали реставрацию, и мы постарались изменить что-то внутри, потому что вот жизнь меняется, и менять библиотеку. Даже просто сделали открытый доступ больше, чем он был раньше. И с чем мы столкнулись? С консерватизмом. Говорю, как? А у вас будут карточные каталоги стоять? Мы говорим, нет. Как так? В вашей библиотеке вот здесь всегда стояли карточные каталоги. И мы для этого просто как декорацию уже поставили карточные каталоги, потому что читатели требовали этого. Им хотелось вернуть что-то из своего прошлого. Но вот ваш посетитель не так консервативный. Когда впервые я услышала о такой концепции, а именно об участии наших граждан, городских жителей, но я подумала, никто же не стучится к нам в двери и не говорит, я хочу участвовать. Возможно, им кажется, что в библиотеке все красиво, благополучно. И как мой опыт показывает, действительно, людям очень нравится, когда их спрашивают. Может быть, они сами-то не придут и не скажут, я должен вам что-то сказать. Но как только вы вышли и задаете им вопросы напрямую, они тут же высказываются. Это не означает активное участие, и они, может быть, не станут делиться, если мы будем спрашивать их в стенах библиотеки. Но если же вы задаете эти вопросы, то у них есть мнение, и они знают, чего они хотят, почему они чувствуют комфортно или некомфортно в библиотеке.
Возможно, у них тоже есть консервативный образ библиотеки, от которого они хотели бы и сами избавиться. Может быть, они хотят, чтобы это было пространство для детей, а может быть, они хотят на первом этаже убрать все книжные полки. Возможно, у них есть эти пожелания, но они не связывают это с библиотекарями. А как только мы вышли и соединили их мнение с нашим вот этим вот шагом навстречу, да, вы правы, библиотеки консервативные. Но если вы вдруг спрашиваете, как должна выглядеть библиотека, что нужно улучшить, все говорят, мы хотим, чтобы было бесплатно, больше света, бесплатная вода, много зелени и чтобы библиотека долго работала. И все. Вот остальные идеи просто даже не помещаются у них в голове. А вот тем самым новаторским способом мы заставляли их рассказывать свои истории и уже трансформировали нашу библиотеку. Я ответила на ваш вопрос. Спасибо большое. Вы продемонстрировали не только нам новые интерьеры, но и такой пример прекрасного взаимодействия библиотечных специалистов и местного сообщества. У меня вопрос вот какой. Во-первых, сколько, может быть, я прослушала, и это уже было, сколько лет вы занимаетесь дизайном, в каком виде вы библиотеку получили, когда пришли директором, сколько лет вот это изменения уже происходят в вашей библиотеке? Это первое. Потом я услышала, что основная часть мероприятий у вас проходит в дневное время. То есть это, получается, детские мероприятия, да? Потому что взрослое население, наверное, днем они работают. И еще один вопрос. Я не увидела каких-то рабочих мест для библиотекарей. Ясно, что сегодня в библиотеку ходит не столько за книгой, сколько пообщаться с библиотекарем, поделиться болью. Библиотекарь еще и психолог и так далее, самые разные функции выполняет. Как себя чувствует библиотекарь в таком пространстве? Не прячется ли за стеллажами? Как это происходит? Спасибо. Начну с последнего вопроса. Очень хороший вопрос. Возможно, я отвечу на несколько в сочетании. Эта картинка показывает, как мы планируем совершенно новое отделение. Этот филиал строится буквально с нуля. И это впервые, когда мы вовлекли архитектора и консультанта. И когда в следующем году будет филиал готов, в мои планы входит посмотреть уже на главную центральную библиотеку и начать видоизменять пространство центральной библиотеки. Последний раз мы уже работали в мае, в июне с ними, то есть это совсем недолго, меньше года. Мы находимся в самом начале процесса трансформации библиотека, и филиал будет работать как модель и лаборатория, которая позволит нам дальше уже переконструировать центральный филиал. И действительно, а где же рабочие места? Вы видели только план первого этажа, а у нас есть еще подвальный этаж и верхний этаж. И я имею в виду новый филиал. На первом этаже в оригинале, да, изначально, мы думали, там будут рабочие места для 2 библиотекарей, но когда мы в течение недели с архитектором обсуждали наши идеи, то сами мои сотрудники просто отказались от них. Они сказали: долой офисы, долой пространство библиотекарей, все для клиентов, все для читателей. Давайте пусть лучше будут рабочие места для читателей, где они могут учиться, читать, вместе посидеть. А мы уже будем пользоваться читательскими столами, если нам нужно, мы сядем здесь со своим компьютером. То есть специальных мест нет. Есть небольшой прилавочек, да, буквально
для одного библиотекаря. И, конечно, есть место отдыха для библиотекарей, то есть комната, где можно выпить кофе, и сотрудники могут туда убежать в течение своего перерыва, но сами рабочие места отсутствуют. И второе, что было очень важным, и я просто очень была взволнована такой идеей взять и избавиться от книжных полок на основном этаже. Как я поняла, в Хельсинки тоже решили избавиться от кабинетов библиотечных и столов, потому что вы должны быть в гуще событий и быть всегда доступны для клиентов. И в этой маленькой библиотеке вы должны, каждый библиотекарь должен находиться среди читателей. Я вижу вот тут скептические взгляды на лицах, и среди моих сотрудников тоже было много скептицизма. Но это первый раз, когда мы решили пойти в этом направлении. Другой совершенно стиль работы, и это большое изменение в аспекте работы библиотекаря. И был, the last question was... Скажите, есть ли или был ли у вас такой опыт, когда молодые люди не просто приходят потусоваться? Did you have any experience when young people do not come to the library just to use it or to be present there, but they initiate the events or activities? Are there such active, enthusiastic young people who will start up something? У нас есть принцип или даже философия. Мы работаем с целыми классами людей, со всеми. Да, вы спрашивали, есть ли у нас мероприятия по вечерам. Да, конечно, для взрослых они проходят по вечерам. Что касается молодых, обычно они приходят на наши мероприятия. Это может быть обучение, это может быть репетиция, может быть какой-то концерт. И у нас есть договоры со школами, по которым мы обязаны организовывать курсы специально для молодежи, специально для школьников, так, чтобы они приходили уже адресно. Но есть, конечно, время, когда дети уже идут из школы, и где-то там между школой и домом они могут остановиться у нас, поскольку у нас бесплатный Wi-Fi. И есть группы, которые пришли из социальных сетей. Они называют себя скаутами. Это ученики разных школ, которые собираются у нас в библиотеке для того, чтобы то есть библиотека работает как социальная сеть для них. И здесь они собираются в своих маленьких тематических группах. Но огромная проблема привлечь подростков в библиотеке, у них своя жизнь. Thank you.